Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 21 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет сегодня. Десятка трефовая у нас как основная карта. Десятка пиковая – это то, что мешает. И восьмерка пиковая – то, что помогает. Теперь отношения – 3 карты. Работа – 3 карты. Финансы и совет. Итак, у нас десятка трефовая, карта, которая говорит о том, что сегодня удачный очень день для того, чтобы решать какие-то вопросы, связанные с государственными учреждениями, судами, решать вопросы, связанные со сделками какими-то крупными, потому что вот эта карта, она показывает всегда какую-то финансовую удачу, денежный поток какой-то новый, причем здесь как крупные средства могут приходить, как большие сделки осуществляться, так и просто пополняться наш кошелек. Также для тех, кто своим бизнесом занимается, очень хорошая карта, потому что здесь вот тоже какая-то удачная может быть у вас сделка. Что еще может быть здесь? Может быть, будет разрешение какое-то выдано нужное от администрации, от начальства, может быть. Поступление может быть финансов в бизнес, какие-то вливания, может быть от партнеров, может быть здесь появятся люди влиятельные, которые будут вам помогать во всем, да, или может быть те вопросы, которые вы не могли решить сами, вам потребуются для этого помощники, вот сегодня вы можете как раз все эти вопросы решить. Очень хорошая карта для выздоровления, да, для здоровья, для того, чтобы заниматься различного рода диетами, исцелениями, похудениями и так далее. В общем, карта такой силы здоровья, карта очень хорошего самочувствия и такой стабильности в финансах. Что еще здесь может быть важное? Здесь может быть либо какая-то главная роль у вас в вашей работе, в вашей деятельности, либо может быть у вас даже кому-то, может быть, повышение будет предложено. Также, может быть, будете передавать свой опыт профессиональный, да, вот как преподаватель. Может быть, удачное время для рекламы. Может быть, нужно поставить новые цели какие-то, да, может быть, победа в суде, кстати, может быть. В общем, карта хорошего результата, престижа, такой доброй славы. Хорошее время для того, чтобы выходить за ограничения какие-то. Так, теперь то, что будет мешать. Десятка пиковая. Мешать будут перемены, мешать будут, знаете, как бы невозможно оставаться вот в старом каком-то положении, да, потому что все меняется, меняется образ жизни, меняется круг знакомых, может быть, кто-то даже переезжать собирается, да, в общем, какие-то перемены и что-то новое. Вот это мешает. Давайте посмотрим, чего больше всего это касается. Больше всего это касается невозможности проявлять активность в каких-то очень важных вопросах, да, вот это может мешать, потому что есть какие-то люди, которые требуют к себе внимания, люди, которые выдают нам какие-то разрешения, которые как создают для нас ограничения, вот это тоже все может мешать. Что будет помогать? Будут помогать различного рода связи с другими людьми, будут помогать, знаете, вот будет помогать, скажем так, сеть, да, это интернет, это какие-то прямые эфиры, это может быть какой-то пиар-бизнес, это YouTube, Instagram, различные группы в сетях и так далее. Вот это будет помогать. Там, где большое количество людей, там для вас и удача. Или, допустим, сложный вопрос не решается вот сам по себе, да, вот можно через других людей это все решать. Что еще будет помогать? Будут помогать, кстати, вот эта карта тоже говорит о том, что
может быть результат вашей деятельности финансовой, то есть либо зарплата, либо доходы от бизнеса. Так, что еще? Какие-то новые планы, может быть, вы будете строить, какие-то новые надежды у вас появляются, новые идеи. И вот все это очень удачно. Теперь посмотрим, что будет в отношениях. Для тех, кто в поиске партнера, у нас туз бубновый. Карта говорит о том, что встреча возможна. Здесь, скорее всего, придется вам самим проявлять инициативу, знакомиться. Но если познакомитесь, то вас очень будет устраивать вот этот новый ваш знакомый, новый человек, потому что он будет веселый, оптимистичный, человек с хорошими такими яркими способностями. Скорее всего, у него и неплохое положение уже в профессии, в обществе и так далее. Для тех, у кого пара уже есть, да, туз пиковый, карта говорит о том, что у вас будет, скорее всего, сложности, связанные с близкими людьми. Может быть, это не только вот сложности с вашим партнером, а может быть, вмешивается кто-то со стороны, ну, допустим, там теща или свекровь, да, или вот люди, в общем, которые вмешиваются в ваши отношения, из-за них у вас могут быть сложности, проблемы, ссоры даже. И лучше, конечно, здесь сегодня никого не допускать. Даже если это люди, которым вы доверяете, да, друзья, не стоит обсуждать проблемы, связанные с отношениями вот именно с этими людьми. Вообще никто третий не должен вмешиваться в отношения, тогда все будет хорошо. А что еще важно? Может быть, у вас будет хороший день для романтики, хороший день, когда вам вот захочется вместе быть. В общем, знаете, вот вы посвятите себя, вот всего себя отношениям, вам будет комфортно, вам будет приятно, будет очень много чувств, эмоций, хорошее, в общем, такое время. А теперь для тех, кто в ссоре, девятка трефовая. Карта говорит о том, что, скорее всего, может быть, и не нужно даже мириться. Может быть, здесь у вас что-то серьезное такое произошло. Вот, может быть, даже какое-то предательство, да. И, может быть, не стоит даже это прощать. Давайте еще одну карту достану, посмотрю. Ну, по крайней мере, вот сегодня нужно точно это отложить до тех пор, пока вы не поймете, действительно этот человек достоин доверия. Да? Если он достоин доверия, вы будете дальше прилагать усилия для того, чтобы мириться. Если же нет, то лучше тогда эти отношения прекратить. Посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, семерка пиковая. Карта говорит о том, что нужно как можно больше информации, нужно как можно больше заявлять о себе, писать резюме, отправлять, может быть, относить даже, да, резюме вот на ту работу, которая вот вас интересует, если у вас уже есть возможность, ну, как бы ходить туда, куда хотите, да, если уже закончен у вас вот этот режим изоляции. Что еще можно тут сказать? Может быть, вам нужно прихватить все свои доверенности, награды, дипломы, грамоты, в общем, разного рода бумаги, которые подтверждают, что вы умеете что-то, да, что у вас много разных способностей, много разных возможностей, да, то есть даже если вы считаете, что какой-то там диплом или грамота это совершенно не нужно, да, вот для данного вида деятельности, все равно прилагайте информацию об этом, потому что, ну, как бы для общего понимания, что вы за человек, да, это все-таки нужно. То есть вам сейчас вот нужно как можно больше подтверждений того, что вы человек, который вот именно достоин вашей, ну, той должности, на которую вы претендуете. Семерка трефовая. Карта говорит о том, что это для тех, кто работает. Карта говорит о том, что здесь могут быть либо очень много работы, работа в коллективе, либо, может быть, здесь наша работа зависит от других людей. Или, может быть, здесь какие-то сложности вот в процессе, может быть, в организации процесса работы, может быть, даже потери какие-то.
Так, что тут может еще быть? Ну, усталость здесь может быть по этой карте, может быть какое-то разочарование. В общем, знаете, какой-то сложный день для работы сегодня. Так, почему так у нас происходит? Хочу посмотреть. Ну, скорее всего, это просто временно. Это просто временно, потому что я не вижу дополнительных карт, никаких плохих, да, здесь просто какие-то временные сложности, сложности одного дня, поэтому ничего тут такого страшного нет, да. Теперь для тех, у кого свое дело, семерка бубновая, карта говорит о том, что у вас есть возможность сегодня провести какие-то очень важные договоры, заключить какие-то важные сделки, может быть, что-то купить дешевле, чем вы планировали, или, может быть, устроить скидки для того, чтобы больше заработать. Хорошее время для того, чтобы обучаться, получать какую-то новую важную информацию для ведения своих дел. Хорошее время для того, чтобы вести переговоры, телефонные звонки совершать, писать письма своим клиентам. Хорошее время для того, чтобы создавать какие-то новые связи. В общем, такой очень активный, подвижный день. Теперь финансы. В финансах у нас выпадает король пиковый. Карта говорит о том, что в финансах у нас действительно может быть очень, ну, как бы хороший день, да, когда мы либо завершили какой-то проект и получили всю сумму целиком, или вот совершили сделку какую-то, причем вот эта карта часто говорит о том, что приходят деньги и от государства, допустим, какие-то субсидии, пособия, в общем, все, что от государства может приходить, да. Кроме того, здесь помощь в финансах от государства, да. В общем, хорошее время для того, чтобы вы чувствовали себя прекрасно в финансах и даже, может быть, перестали бояться за завтрашний день. Какое-то хорошее событие может быть по поводу финансов. Ну и вообще у нас карта десятка трефовая, как раз вот выпала на день карта денежная. Совет на день. Дама бубновая. Карта говорит о том, что нужно делать выбор какой-то сегодня важный. Скорее всего, будет каких-то возможностей много. И если их как бы пропустить, если проявить нерешительность, не сделать выбор какой-то один, можно упустить какие-то важные возможности. Также карта говорит о том, что будет, скорее всего, какой-то новый поворот у вас в жизни. Это могут быть и отношения, и работы, и финансы. И, может быть, вас пригласят как посредника для каких-то сделок. Вот карта говорит о том, чтобы самое главное сегодня не пропустить возможности. Самое главное принимать решения вовремя, реагировать. Вот, и тогда день пройдет замечательно. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.